Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Сергей Гаврилович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей ситуации с лесными пожарами в республике. Добрый день. На сегодня у нас на территории республики ликвидирован 22 лесных пожара. Из них на тушении всего 48 пожаров находится, где мы работаем. И из них локализован 11 лесной пожар. Всего действует на территории республики на сегодня 139 лесных пожаров. И в планах на сегодня у нас сокращение не локализации, у нас 2 пожаров в Сунтарском районе планируется и ликвидация 4 пожаров, это в Нюрбинском, Татинском, Хангаласском и Намском районах планируется. Всего на тушении у нас задействовано 3665 человек и 683 единицы техники. Ну, как вы знаете, сегодня в центральных районах, заречной группе районов и центральных районах республики прошли дожди, и, соответственно, вот именно площади активного горения, они были сбиты. Сергей Гаврилович, спасибо большое. Пожалуйста. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Жители Якутии, которые проживают в районах природных пожаров, отправят на санаторно-курортное лечение. Медаль юниорского первенства мира спустя 12 лет. Уроженец Мегино-Кангаласского района стал бронзовым призером по вольной борьбе. 2025 год юбилейный для Нерюнгринского района. О планах проведения республиканского Исса-Халанхо расскажем более подробно. Специалисты МЧС России продолжают работу в районах Якутии, где сохраняется напряженная обстановка. В населенных пунктах Кырыкый, Ударник, Ергелёх, Едяй, Ортосурт, Мельжихси и Фрунзе задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. За сутки авиация МЧС России применялась на территории Верхневилюйского, Чурапчинского, Намского и Хангаласского районов. Выполнено 27 вылетов, совершен 41 сброс и слито 290 тонн воды. В зависимости от погодных условий планируется применение авиации вблизи населенных пунктов Кылаи, Амга, Эльдикан, Тумул, Кюбцы, Синск и природного парка Ленские столбы. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить направление на специализированное санаторно-курортное лечение жителей Якутии, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров. Кроме того, президент поручил обеспечить направление на отдых в летние лагеря «Орленок» и «Океан» детей, проживающих в селе Беськёль горного района Якутии. Более того, в списке поручений значится обеспечение финансирования создания многофункционального спортивного и культурного центра и строительство здания общеобразовательной организации среднего образования на 150 мест в Бескёле. Срок исполнения – 1 октября текущего года. В Якутске состоялась рабочая встреча Айсена Николаева с сенатором Егором Борисовым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Егор Борисов рассказал о работе, проводимой в Совете Федерации. По его словам, в настоящее время поддержка крупных сельхозпроизводителей отлажена и эффективно работает. Теперь необходимо переориентироваться на целевую поддержку малых хозяйств, фермеров и сельскохозяйственную кооперацию. Возглавляемая им рабочая комиссия сегодня готовит предложение по внесению изменений в законодательную базу для их дальнейшей поддержки в стране. Почти 44 миллиона квадратных метров жилья введено на территории Российской Федерации за январь-июль 2021 года, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, правительство России усиленно работает над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства в стране сохранилась, а итоговый показатель 2021 года составил 85,5 миллионов квадратных метров.
Правительство РФ продлило временный порядок ввоза в Россию жителями Дальнего Востока подержанных праворульных автомобилей без установки системы «Эроглонасс». Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Напомним, что в настоящее время жителям дальневосточных регионов разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлен еще на 1 год до 3 декабря 2022 года. Якутский медицинский колледж готов к открытию новых мастерских. Ремонтные и монтажные работы завершены. Денежные средства для подготовки помещений и закупки специального оборудования учебное заведение получило в рамках работы национального проекта образования. Рассказывает Власий Сергеев. В предстоящем учебном году в Якутском медицинском колледже свою работу начнут новые мастерские по 4 востребованным направлениям. Медицинский и социальный уход, лабораторный анализ, лечебная деятельность и ортопедическая стоматология. Сегодня современный мир, он в системе образования устроен таким образом, что от человека требуются реальные прикладные навыки, компетенции. И в этом смысле, благодаря таким мастерским, наша система среднего профессионального образования становится более востребованным среди молодежи. На закупку оборудования, отвечающего стандартам Международной ассоциации WorldSkills, было потрачено более 14 миллионов рублей. Так, в мастерскую по направлению медицинский и социальный уход были приобретены манекены новорожденных детей, позволяющие в режиме настоящего времени проводить анализ своих действий. Эти манекены имеют возможность компьютерного, обратного, автоматизированного ответа. Например, проведя искусственную вентиляцию легких или непрямой массаж сердца, наш ноутбук уже отражает его результат. В данный момент в мастерских подготовку к всероссийскому финалу чемпионата WorldSkills ведут сразу 3 студента медколледжа. Надежда Кычкина 2-й год кряду вышла в решающий этап чемпионата в компетенции лабораторный медицинский анализ. В основном подготовка у меня и происходит в самом колледже, так как все оборудование доступное, которое будет на самом финале, у нас здесь присутствует. Надеюсь на победу, конечно же, чтобы принести республике почет, моему колледжу почет принести. По плану торжественная церемония открытия всех 4 новых мастерских состоится 23 числа текущего месяца, в день проведения августовского совещания Министерства образования и науки. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Якутск. В Якутске сегодня будет отключена вода с 22 часов до 7 часов утра следующего дня. Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами в рамках плана подготовки к осенне-зимнему периоду. Без воды в указанное время останется весь город. В Якутске прошла пресс-конференция, посвященная результатам экспедиции на остров Котельный. Напомним, в 2019 году на севере острова ученым удалось обнаружить останки мамонта со следами разделки. Скелет располагался на месте стоянки Таба-Юрях в отложениях, соответствующих финалу Каргинской эпохи, и датируется возрастом 26 тысяч лет. В этом году ученые Академии наук Республики и Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук провели детальное исследование древней стоянки. Экспедиция проходила с 19 июля до 3 августа. При этом, как подчеркнули ее участники, в краткие сроки им удалось исследовать все запланированные точки. Это река Таба-Юрях, река Кожевина и гряда Шмидта. Экспедиция прошла, можно сказать, успешно. И по итогам этого года еще мы запланировали на следующий год, где и как будем работать дальше. Ранее такие исследования наша академия проводила. Но мы это просто сейчас, продолжаем эту работу. Воспитанник якутской школы борьбы, уроженец села Тумул Мегино-Кангаласского района Станислав Свинобоев стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе среди юниоров, проходящего в эти дни в Уфе. В схватке за 3-е место якутянин более чем уверенно победил соперника из Швеции Кевина Макатастрём со счетом 12-1. Таким образом, спустя без малого 12 лет якутский вольник принес нам медаль юниорского первенства мира. Бронзовая медаль. 4 сбора были. Домой не улетел вообще. На промежутках сбора были на
Астана были, в Абхазии, в Сочи были. Там тренировались. То есть сколько ты дома не был? 4 месяца. 4 месяца в Якутии не был? Соскучился и... Ну, семья за тебя болела дома? Да, болел. Здесь приехали. Приехали? Да. А кто приехал поддержать? Мама и папа. В самом начале лета, 12 июня, первый встречает национальный праздник Исэх Южная Якутия. В 2025 году Нерюнгринский район будет отмечать 50-летний юбилей. И на этот год здесь впервые намечено проведение республиканского празднества Исэх-Аланхо. Продолжат наши коллеги. Нерюнгринская общественная организация «Саха-Аймах» ведет активную работу по укреплению межнационального согласия в обществе, развитию взаимодействия дружбы народов, пропаганде традиций народа Саха. С целью обмена опытом в этом году нерюнгринские саха-аймаховцы побывали на Исэхе-Аланхо в Алёкминском улусе. Мы, как участники от Ассамблеи народов Саха, и участвовали, и именно вот от ассамблеи участвовали во всех выставках, которые есть. Участвовали в конкурсе национальных блюд, традиционных обрядах и концерте, предварительно проведя большую подготовительную работу, а именно организовав и подготовив к выступлениям 2 ансамбля – танцевальный и фольклорный. Теперь вот наша сейчас основная, самая задача – это вот подготовка к этому Исэх-Аланхо. Нам нужно определиться с территорией, где бы это должно проводиться. По регламенту проведения Исэх-Аланхо обязательно должен быть луговой парк, этнографический комплекс большой, обширный, да? Должен быть построен дом Аланхо обязательно в рамках этого праздника, ипподром для конных скачек, а также место для проведения национальных спортивных игр. То есть это целый должен быть комплекс, который должен объединять вот эти все наши мероприятия, которые в программе, они традиционно уже обозначены. После определения территории будет представлен проект праздника. Мы бы хотели видеть это помещение, постройки, объекты, которые должны были функционировать круглогодично, привлекать население. И мы хотели бы, конечно, увидеть там какой-то рекреационный большой национальный центр, где можно было, как в больших других городах, да, вот, проводить экскурсии, комнаты ремесленников, показы моделей, национальной кухни, вот это все. Да. Сегодня у якутского землячества много работы. И не только в плане подготовки к проведению республиканского Исэха-Аланхо. Только в рамках реализации полученного президентского гранта уже проведены и будут организованы значимые проекты и мероприятия. Проект гранта «Мир Саха», передвижной этнографический культурно-образовательный музей-павильон, экспонатами которого являются культурные составляющие народа Саха, мастер-классы, обряды, праздники. Екатерина Павлова, Захар Галвин, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.